Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. И Таей. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот в одной из передач вы задали нашим зрителям вопрос: а в чем кардинальное отличие ислама от христианства? Еще вы уточнили, что это отличие, оно очень существенное в духовном плане и имеет огромное значение для мира духовного и для каждого истинного верующего. Если резюмировать все ответы, которые ребята озвучили, то получается несколько вариантов. Один из вариантов — это то, что все-таки основное отличие — это в природе Бога, что для христианства Бог в трех лицах, в трех ипостасях, а вот для ислама Бог в одном лице. Или то, что Иисус все-таки он в исламе является пророком, а для христиан он является Сыном Божиим. Версии еще были такие сугубо касающиеся ощущений людей. Вот они говорят, вот нам кажется, что все-таки христианство, она такая по характеру более женская религия, и в ней там милосердие может быть больше, а вот ислам все-таки более воинственный и носит такой мужской характер. Но все-таки превалирующее большинство ответов связаны с темой образов. И вот ответы были такие, что в исламе образов нет, а в христианстве есть образы и есть почитание все-таки икон. И вот здесь такой вопрос: так ли это на самом деле, и насколько в своих ответах, вот в таких вариантах, люди близки к тому, о чем вы их спрашивали? На самом деле, друзья, скажем так, ответили на видимое, а я говорил о сути. Угу. Конечно, никто и близко не подошел. А вот у меня вопрос еще один к вам возник, друзья. Вот Татьяна сейчас сказала, что в христианстве Иисуса Христа воспринимают как Сына Божьего, а в исламе — как пророк. А скажите, пожалуйста, друзья, вот те, кто знает, те, кто не знает, попробуйте подумать, как вы считаете, какая разница между Сыном Божьим и пророком? Вот ответьте, пожалуйста. Это будет интересно. Ох, интересно, Игорь Михайлович, вы каждый раз ставите интересные головоломки и задачи для людей. Нет, это абсолютно не головоломки. Для верующего человека это важно. Понимаешь, вот Для тех, важно кто в суд отношение. смотрит. Конечно. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что он является разделяющим. И вот сейчас был пример. В христианстве Иисуса Христа воспринимают как Сына Божьего, а в исламе воспринимают Иисуса Христа как пророка. Вот поэтому я и задал этот вопрос. А в отношении того, какая разница между христианством и исламом, я скажу так: огромная, действительно огромная, и она сутевая. Иисус Христос пришел, и что Он привнес? Что привнес Иисус Христос, скажите? Вот ваше мнение. Любовь. Любовь, Любовь, истинное знание, милосердие. милосердие. Терпение, может быть, какое-то. Спасение Спасение. человека через любовь. Да. Правильно? Да. А вот Мухаммед, он привнес сюда истинные знания для служения миру духовному. То есть для служения Аллаху. Служение и спасение — это разные вещи. Нет, опять-таки, здесь тоже можно запутать. Служение миру духовному без личного спасения не бывает. Но это гораздо больше, чем просто спастись. Это учение, которое привнес сюда пророк, Коран, на самом деле оно предназначено для того, чтобы люди, которые последовали за самим пророком, они не просто объединились в религиозную организацию или там в последователи за ним, не просто достигали своего спасения, а еще для того, чтобы они изменили весь этот мир. В этом было предназначение. То есть и опять-таки для всех людей. То есть если христианство больше духовный эгоизм такой, да, прослеживается, то есть для Абсолютно, себя больше да. духовное спасение, то здесь именно служение. Немножко оно такое воинственное, немножко оно мужское, скажем так, вот более учение, то, которое привнес сюда пророк Мухаммед. Но оно как раз направлено на служение Аллаху, не просто на приобретение, скажем, жизни. Хотя это тоже очень значимо. В этом суть человека. Он должен спасти себя, он должен
после смерти физического тела обрести жизнь настоящую, а не просто стать субличностью или отправиться в ад, как бы это ни называли. Но по факту, раз человек здесь, он имеет шанс, правильно? Здорово. Кстати, тоже в исламе же говорится о том, что верующие, которые отсиживаются и не имеют тягот на пути Аллаха, они гораздо, ну что ли, не то что ниже там по статусу, а они ниже тех, кто сражается Ну, на конечно. пути Аллаха как раз-таки. Поэтому и разница между ими колоссальнейшая. Причем Смотри. сражаются и своим имуществом, и своей душой, то А есть как же. на всех вот таких Всеми возможными направлениях, всеми способами. возможными способами. Вопрос, за что сражаются? Друзья мои, за что призывал пророк сражаться? За что наставлял Аллах через Джабраила и пророка, лучшего из людей? Сражаться за что? И с кем? Вот что главное. Ну, простой вопрос. Огромная ответственность на уме лежит, конечно. Да. Огромная, потому что не только за себя ответственность. То, что вы сейчас сказали, такое понимание возникло, что ответственность не только за то, чтобы спасти себя, но и получается в служении. То есть Правильно. убить, победить шайтана в себе Правильно. и помочь людям. И, И вот как раз ответ. Против кого? Против шайтана. Против шайтана в каждом из нас. Против шайтана, который царствует в этом мире. Правильно? И вот это и есть само служение. Это выступить против сильнейшего врага человечества и, собственно говоря, единственного врага человечества, против шайтана. И в особенности, что самое важное, говорил пророк о том, что выступить они должны будут еще в последние времена. Люди из его умы. Ну, вообще рассчитано было на последние времена. Такую тему затрагиваем большую, конечно, серьезную. Давайте тему. поговорим. Ну давайте поговорим, тем более с нами Таечка сегодня, ну если кто не знает из наших друзей, востоковед, арабист и человек, который изучал детально Коран и Сунну. Поэтому ну, интересно будет поговорить. Она нам Тем во более всяком есть о случае, чем. да, и она нам во всяком Столько случае всего. не даст ошибиться, потому что она это знает детально. Это, знаете, вот книжники есть, да, вот. Но не Ну, фарисей. Но не фарисей, да. Но В книжник. хорошем значении этого В слова, хорошем, в безусловно. правильном Да, значении да. этого слова. Человек, у которого есть еще и ключи. Это самое важное. Ну, Когда у людей есть ключи к миру, то знаешь, тогда вот ты видишь вот эти зерна и отделяешь их от плевел. Совершенно правильно. Из-за этих ключей она и видит по-другому. То есть она видит то, что не замечают внутри люди находящиеся. А вообще вот изучать что-то, в том числе и религию, свою же религию, невозможно, будучи в ней. Ведь это ж так. Для того, чтобы что-то изучить, какую-то систему, надо из нее выйти. Или непредвзято посмотреть. Вот тогда становится понятным. А пока мы в ней находимся, пока мы находимся в этих жерновах самой системы, которая устроила ну, вот эту, допустим, религиозную организацию, то мы являемся ее частью. И нам очень сложно увидеть ну, те подмены и изменения, которые были привнесены людьми. И очень сложно увидеть ту истину, которую в действительности передал Аллах людям. Почему трудно? Ну, скажем так, не имея опыта духовного, это правда. Очень сложно отличить шайтана в голове от образов, которые навязаны тебе самим же тем же шайтаном. А еще сложнее — это найти дорогу к Аллаху внутри себя. Ведь нет внешней дороги к Нему, она только внутри. Через центр. Да, и человек может пройти только к себе, вот, в эту точку, и стать точкой в этом круге. Правильно? Да, да. У нас была передача по этому поводу, мы рассказывали. Поэтому не так все просто, правильно? Да. Ну, затрагиваем, конечно, тему. Вы нас извините, друзья, если, не дай Бог, зацепим что-то обидное для вас, мы не со зла, честное слово. Давай использовать будем источники абсолютно открытые и доступные для людей, хорошо? Конечно. Да, и наши умозаключения — это всего лишь наши умозаключения. Если вы с ними не согласны, если ваши бесы в голове против и закрыли ваши уши, это ваш выбор. Не слушайте нас. Правильно? Ну, с чего начнем тогда? С чего начнем? С ответственности, С наверное, которая ответственности. лежит на всей уме, на всех последователях По пророка. всей уме. А вот здесь можно вопрос? А как переводится слово «ума»? Вот я воспринимаю ума — это ну, вся община, которая пошла за пророком Мухаммедом.
Так. Это его община, это его люди, которые преданы ему, которые верны ему, которые действительно стремятся к познанию мира духовного, которые любят Сообщество, Аллаха и уважают пророка. Правильно Идут я за пророком. думаю, нет? Конечно, правильно. Да. А переводится как? Умма, ну, один из корней этого слова — это слово «мама». Мать. Один из корней мама. А второе как? Ой, там, по-моему, даже какие-то еврейские есть, да? Это семитское слово, правильно? А что оно означает? Ну, вообще до как бы иудаизма, то вообще оно там относится к городам Месопотамии, а вообще это означает город как был община, такой, да, да. да, да, да. А вообще племя, община, по-моему. Племя и община. Правильно. Ну, правильно я понимаю, да? То есть Да, это да, община, да, единая да, община с корнем мама. Да. И по поводу того, что Татьяна, вопрос ответственности. Пророк, он говорил своим сподвижникам, предупреждал о том, что мы последняя из общин, но первая, от которой будут требовать отчет в судный день. Да. Ого, велика ответственность. Но вы знаете, просто давайте все-таки коснемся еще темы последних времен, потому что мы прекрасно понимаем, что пророк очень Можно четко об я этом скажу? говорил. Ведь если мы берем как учение, которое привнес сюда сам пророк Мухаммед, это учение, которое направлено на последние времена. Да, Он рассказывал, как сделать мир лучше и как сделать так, чтобы не было последних времен. Вот просто, чтобы их не было. Чтобы 1000 лет, был золотой век. И в действительности, благодаря тем знаниям, которые привнес сюда лучший из людей, весь мир должен был давным-давно измениться. И сейчас мы должны были жить, как минимум, в созидательном обществе. А вообще за такое время мы должны были быть уже в идеальном обществе. да. Это его мечта. Он действительно этого хотел и об этом говорил. Его миссия даже здесь была. Это была его донести миссия. это. Но будучи пророком, он прекрасно понимал, что все изменится, что все изменится в конце его жизни. Он об этом говорил, а после него вообще все изменится верно, тут да. же. Но поэтому, зная и понимая, он рассчитывал на последние дни. И вся ответственность на всю эту общину, его общину, должна была лечь в последние времена. И вот они не должны были допустить того, что последние времена наступили. И об этом он говорил. Но он также понимал, что шайтан силен, Да. и что войдет он в его друзей, что приведет он к нему лжецов и изменников, и что все будет изменено. Он это понимал. Но он надеялся на то, и вот здесь подчеркиваю, надеялся на то, что найдутся в его общине верные Аллаху и уважающие самого пророка. Да. И что в конце времен будет та община, которая сможет, скажем так, противостоять тому, что грядет, и не допустят того, что пришел конец времен. Но также говорил и о конце времен, об апокалипсисе, о том же. Он говорил, что будет потом. Вы знаете, Игорь Михайлович, а многие люди могут сказать: хорошо, последние времена, а кто знает, когда они там будут вообще? Как это кто знает? Пророк четко об этом сказал. И он назвал, скажем так, 2 знаковых события, которые произошли при нем. Первое — это то, что пророк родился. И второе — когда умерло его тело. И он говорил, что между ним и апокалипсисом, как между 2 пальцами. Да, близки они так. Да. То есть расстояния практически нет. Разве не так? Да. И все признаки, которые он называл, они происходят. Но вопрос в другом, что вмешались, так скажем, давайте просто скажем, люди, да? Вмешались люди, которые привнесли изменения в то, о чем говорил сам пророк. И последние времена пророк говорил реальные вещи, но люди в то время не понимали их. Только мы их можем принять, и мы можем их понять. И он говорил о наших временах. Он называл вещи своими именами. Да, он называл на то время, чтобы люди поняли, но он говорил о нашем времени.
Вы знаете, Игорь Михайлович, вот с момента смерти пророка прошло 1390 лет. Интересно, что он говорил, что я пришел в Можно я послеполуденное тебя время. поправлю, Татьяна? После смерти его тела. После смерти его Пророк тела, жив. правильно, Игорь Михайлович, да. Он будет Спасибо. жить вечно. Мгм. С момента смерти его тела прошло 1390 лет. И он говорил, что я пришел в послеполуденное время существования человечества, то есть время, которое ближе всего к закату. К закату. И он говорил, что моя, скажем, ума просуществует более чем 1000 лет, но не более чем 1500 лет. И ты понимаешь, что 1390 лет со дня ухода, скажем, пророка в духовный мир, домой. Да, домой. Это уже такой, знаете, срок на грани уже, в принципе. И что самое интересное, что люди понимают, что эти признаки последнего часа, малые признаки и тому подобное, они происходят, они сбываются. И вот мы с Таечкой говорили о том, что они обсуждают это на кухнях, да, по Обсуждают сути. на кухне, но и просто общаются между собой и видят, что, например, пустыня цветет, там реки потекли в пустыне, и понимают, между собой понимают, что это действительно признаки судного дня, но люди словно не понимают, что делать. И они не выносят этот Понимают и разговор. знают. Просто их отучили говорить. Не А говорят. отучили людей говорить сразу же после возвращения домой пророка. Сразу. Вот в этом вся беда, понимаешь? Что ну так мы устроены. Шайтан силен. Вот мы боремся с ним, мы побеждаем, да? Ну, у нас есть какие-то там свои победки маленькие. Это нам так кажется. А на самом деле шайтан нас даже за язык держит. Так чем мы отличаемся, извините, от коня в упряжке? Ничем. Нас седлок держит, да? И мы не можем даже язык свой Да. контролировать. Ведь это действительно проблема. А еще, знаете, Игорь Михайлович, вот чисто такое, как внутреннее чувство. Ведь люди, когда чего-то не знают, они, читая информацию, они пропускают ее мимо. И вот точно так же с признаками, малыми признаками судного дня очень много непонятного остается за кадром. Но когда ты вдруг встречаешь информацию, которая совпадает и как пазл складывается воедино, волосы становятся дыбом от того, что мы живем в это время. Вот в частности, есть упоминание о том, что в последние времена участится количество внезапных смертей. И Да. на сегодняшний день Об этом говорил пророк, друзья мои. До последнего дня, когда люди умирали, ну, всегда списывали сердечко, там еще что-то. да. То есть находили массу Сердечно-сосудистые. объяснений. И даже говорили некоторые, что во времена пророка ну, люди не знали о сердечно-сосудистых заболеваниях, об инсульте и называли просто внезапной смертью. Да? Не было такого, друзья. Пророк этот термин сказал впервые. Это его слова. Да. И совершенно недавно, впервые, об этом тоже сказали доктора. То есть почему? Что стало много смертности. Да. Они не знают, что делать с этим, потому что увеличивается количество внезапных смертей. Именно прям Совершенно синдром верно. внезапной смерти взрослого Это человека. буквально недавно. Да, вот это понятие. Причем оно локально происходит, то есть по всему миру, но как-то локализовано. В частности, последнее вот в Австралии бьют тревогу и обеспокоены. С чем это связано? Потому что абсолютно здоровые люди, как показывает там уже вскрытие, что все у них хорошо, и с сердцем все хорошо, и со всеми органами все у них Просто замечательно. как выключается. Просто выключился. И вот они не понимают, что происходит, с чем это связано, и как Ну, этому вообще противостоять, и До можно ли этого противостоять этому. часто это было, последние лет 10, скажем, 15, но это происходило больше с детьми. А сейчас взрослые люди. Это действительно так. И это происходит не локально, это по всему миру. Просто понимаешь, вот, скажем, как человек, который долго пробыл в медицине, отвечу так очень просто. У нас не может быть чего-то без объяснений. Понимаешь? И как раз патологоанатомы, они должны были найти причину и выявить. Если причины нет, значит, ты не специалист. Ну кто хотел бы быть не специалистом? Что как мог патологоанатом дать заключение? Ну, человек умер из-за внезапной смерти. Это непонимаемо было, понимаешь? Поэтому
в последнее время оно очень участилось, Да, да. и уже настолько, что заговорили в кулуарах сами между собой. Ну и опять-таки как… Тоже и в СМИ Да, говорят как об этом. где-то это должно было прорвать, и об этом должны были сказать. Ну вот и заявили. Просто да, когда люди не знают и не могут найти вот эту причину, они, в принципе, ищут ее даже в каком-то метафизическом плане, что, может быть, это влияние третьих сил, может быть, это вот так вот прана быстро заканчивается у людей в связи с теми или иными обстоятельствами, или вот как Бак мы говорили, протекает, эмоциональное, да, что-нибудь там он выгорел выгорел, человек. или же, возможно, Залазил там третьи кто-то. силы, которые тоже лишают третий. жизни. Тоже может быть, да. А как на самом деле, почему? Климат, цикл. А как это связано? Абсолютно связано. Мы часть природы. И часто и густо, когда человек попадает, ну давайте назовем такие зоны напряжения электромагнитных волн, которые ну, излучают наша вот, с вами планета. И есть так называемые стационарные, да, то есть излучение, это когда идет электромагнитная волна, она стабильная, Так. а есть мигрирующие. И вот когда человек попадает внезапно в такую зону, то у него просто заканчивается жизнь. Давайте вот приведу простое сравнение, я думаю, для многих оно будет понятно. Все сейчас знают, что такое аппарат МРТ, знаете, магнитно-резонансный томограф. Это большая электромагнитная катушка. И вот если мы берем, к примеру, вот твой планшет и ложим в аппарат МРТ и включаем, что с ним произойдет? Он перестанет функционировать. Почему? Потому что электромагнитная волна высокого напряжения, она просто уничтожит способность, мозги, в общем, Отформатирует. Не просто отформатирует, он просто перестанет работать. Платы перегорят. Они, вот аналогично происходит и с человеком. Когда он попадает в эти зоны, а эти зоны появились не так давно. То есть если мы берем прошлые времена, то какие прошлые? 20 лет назад. 20 лет назад этого практически не было. И чем дальше, то вообще этого не было. Почему? Потому что у нас было более-менее стабильное электромагнитное поле. А после конца 80-х, когда наше ядро дестабилизировалось, а дестабилизировалось оно вследствие опять-таки внешнего воздействия, то в связи с нарастанием вот этих колебаний, опять-таки они происходят вследствие внешнего воздействия. Появляются так называемые мигрирующие эти волны. То есть это естественно, нестабильные магниты, естественно, вот эти зоны возникают. И когда они накладываются друг на друга, если туда попадает человек, то с ним происходит практически то же самое, что вот с твоим планшетом произойдет в МРТ. То есть человек просто стирается. Если честно, я, откровенно говоря, очень впечатлена этой информацией. Объясню почему. Потому что когда ты читаешь вот эти признаки, то они для тебя немножко разрозненные, отдельные. А здесь мы приходим к первопричине как раз-таки, что в корне лежит вот это и климатические изменения, которые происходят с нашей планетой, и что это и является причиной одного из вариантов негативных развития событий Это для нашей действительно планеты. негативные события. Вот Что это не смотрите, просто… всегда вот в зонах высокого напряжения электромагнитного поля Земли были такие патогенные зоны, куда нежелательно было ходить, где люди плохо себя чувствовали, если задерживались, то действительно умирали. Вот это как раз и есть причина. Хотя, если посмотреть, то это электромагнитное излучение, оно довольно слабое. И основные, подчеркиваю, идут все-таки с полюсов. Там не очень хорошо. То есть потому что там более сильное излучение было и тому подобное. Но там и климат такой, что никто не живет. Да. А сейчас вот в связи с тем, что появилась эта нестабильность, Тенденция такая, это да. происходит где угодно. Может произойти где угодно. Поэтому и Никто не застрахован абсолютно. судя по количеству, скажем так, людей, которые действительно умирают из-за вот этого синдрома внезапной смерти, их действительно очень-очень много по всему миру. Я бы сказал, что мы движемся не к эпидемии, а даже к пандемии. Мы потихоньку к этому приближаемся. Сейчас такого нет, друзья. Приближаемся потихонечку. И еще проблема в том, что экранировать невозможно это явление. Это действительно так. То есть неважно, на каком этаже ты, где ты находишься, если мы попадаем под эти, с нами происходит такое вот явление нехорошее. Но выход есть. Выход — стабилизация. Стабилизации. Другого пути нет.
Но мы знаем, через что происходит эта стабилизация. И поэтому, знаете, в Знаем. исламе четко говорили, что даже если останется один день этому бренному миру, то Господь обязательно продлит этот день для того, чтобы пришел имам Махди. Ну и что? Он придет и все сделает. Вот если мы берем ислам, то, что рассказано там за имамом Махди, людьми, подчеркиваю, не пророком, а людьми, но никогда он не придет. Но они ждут его, потому что они знают, что в нем спасение. В том Его виде, в приходят. котором его ждут, да никогда он не будет. А то, что говорил пророк, он говорил правду. Он говорил о событиях, которые произойдут. Он говорил, что нужно сделать. Он готовил всю свою уму, да, ну, всех своих последователей как раз Общину, на тот да. момент. Вот вся община должна была быть готова. Он сказал, что Аллах вам даст все и богатство, и мужество, и силу. Все, что оставалось, это следовать за пророком, идти по его пути. Так же? ж? Да. И тогда ума была бы готова целиком и полностью встретить Махди. И в конечном счете он бы им и открылся. Но опять давай посмотрим за того же Махди. Скрытый, не скрытый, откроется он только возле Каабы, там 313, 314 человек. То, что на сегодняшний день ислам существует 13 с лишним столетий. И из них 300 человек только там, ну 313, извините, или 314, то, что я рассказываю. Это и все те, которые присягнут, которые узнают, да, Махди. Не густо. А я проще скажу, разве этот мир достоин того, чтобы он приходил к ним? Или чтобы он открывался им? Я сомневаюсь в этом. И опять-таки, он должен прийти с откуда и куда? Почему? Ведь пророк говорил другое. Будет из моего дома. Да, из моего дома. Да, он придет из его дома. А что говорят вот толкователи этих хадисов? Говорят, что он должен прийти из его семейства в прямом смысле, то есть, что С откуда? из его рода, что он должен быть потомком Али, и что он должен быть в Мекке, потом должен быть в Медине. А потом его выгонят с Медины, Да. он придет в Мекку. Понимаете, то то есть ну ничего нам привязывает это не города. напоминает. И опять-таки, а с откуда он должен прийти? Да. С Мекки или с Медины? С истинного дома пророка. У меня простой вопрос, друзья мои. Вот действительно к мусульманам, да, которые вот верят в то, что должен прийти Махди, как обещал пророк, а пророк, он всегда говорил правду и истину. Значит, он должен прийти. Он должен прийти с его дома. С дома чего? С дома пророка. И с дома Али. Али — это один из ближайших его подвижников, который верным оставался до конца, верным Аллаху и последователям пророка. Так вот вопрос. Он должен прийти был с откуда? С Медины или с Мекки? Должен был прийти из истинного дома. Дома кого? Дома самого пророка. Истинного дома. А где пророк сейчас, друзья мои? Вот вопрос к вам. Он сейчас в Мекке или в Медине? Где он сейчас? Сейчас он в мире духовном, с Аллахом. Он сейчас с Аллахом. Так с откуда? А где дом его? Его дом сейчас рядом с Аллахом. Дом Аллаха есть дом пророка. Так с откуда должен прийти? Ну вот простые вещи, понимаешь? Да, То есть да. не понять их, ну это забавно. Но в то же время вот люди начинают утверждать совершенно другое. Да? Знаешь, что мне больше всего нравится? Что люди начинают пояснять, что имел в виду пророк. Да. Ведь пророк четко сказал, что не будет больше пророка. Да, и ни апостолов, ни пророков, ни новой религии, он говорил. Больше не Так будет. оно и есть. И быть не может, потому что он печать всех пророков. Никому больше не приходили и не привносили эти знания в мир. Разве не так? Да, да. Так почему кто-то толковал? Как такое может быть? Я понимаю, шайтан подталкивает людей. Он рассказывает: иди, говори, тебя будут слушать, говори от имени пророка, рассказывай, что он имел в виду, и люди будут слушать. Так и происходит, и люди слушают. Бесы бесов поддерживают, а у людей бесы в голове. Это тоже правда. И об этом говорил пророк. Это действительно так. Вопрос в другом. Почему никто не остановил тех, кто говорил против пророка? Вот этих толкователей.
Почему никто не задумался о том, что пророк говорил истину? То есть, ну, вот, если я верю в Аллаха, я в Него верю, я знаю, что Он есть. Если я уважаю пророка, я его уважаю, он лучший из людей. Если я следую за пророком, то как я могу допускать, чтобы кто-то из таких же смертных, обычных людей начинает толковать, что имел в виду пророк Интерпретировать его слова. под свое. А еще, знаете, мне вот, я не скажу, что удивило, вот как говорят, знаете, вот есть у нас выражение такое «дежавю». Вот заставило пережить дежавю — это после ухода самого пророка, что произошло с Умой. То же самое, что произошло с последователями Иисуса Христа. Вот настолько оно все схоже, настолько оно, знаете, вот под копирку и шаблонно. И вот поведение людей, да, можно понять, люди слабые, никто ничего не говорит, шайтан силен. Но если вы верите в него, если вы клянетесь в своей любви, в своей вере, в своей преданности, и тут же при малейшей угрозе, получается, люди просто забывают его и молчат. Ну вот у меня простой вопрос. Извините, пророк только ушел, остались последователи. Масса людей, которые шли за ним, сражались плечом к плечу с ним, которые его поддерживали, восхваляли, которые клялись, еще раз говорю, перед Аллахом преданности самому пророку. И тут же при них выходит человек, говорит: принесите все свои записи, что говорил пророк. Свитки все, да. Да. Они приносят. Да, они не знали зачем, но они приносят. И он их тут же палит. Почему? Все молчат. Как такое может быть? Они у него спросили: зачем ты это делаешь? Он говорит: я запрещаю вам. Отныне не должно никто записывать. Он палит хадис, но тут же дает им свое. То, что не соответствует тому, что говорил пророк. Разве не так? Он создает искаженную картину, вообще все по-другому и все искажено. Да, оставил ключевые, ну, скажем так, фрагменты из знаний и из того, что говорил пророк, ну, удобное для себя. Он это оставил. И с ним не соглашаются, но отворачиваются и замолкают. Как так? Да, Али не был согласен до последнего, и другие не были согласны. Ну, чем это закончилось, мы знаем. Но где же были остальные? Ну как? Как такое может быть? Или как такое может быть? Простой вопрос. Сколько людей было вокруг Иисуса Христа? Сколько рядом с Ним было? А извините, когда Его распяли на кресте, где были все? Ну, кроме Его матери и Марии Магдалины, которую потом один из назвавшихся апостолом, даже первым апостолом самого Христа, который отказывался от Него многократно, и которого сам Иисус прогонял, говорит: иди отсюда, Кифа. Камнем назвал его. Разве не было такого? Было. И вот Марию Магдалину, а это сама чистота и воплощение любви, это та, кого больше всех ценил Иисус Христос. Ее Петр обозвал женщиной легкого поведения в то время, когда были свидетели и знали истину. И она просуществовала вот под таким вот навешенным ярлыком, Бог знает сколько времени. Не так давно только этот ярлык соизволили снять. Почему? Потому что всплыло слишком много, извините, написанных людьми в те времена и помнящих правду, ну, артефактов назовем так их, которые как раз опровергали слова Петра. Ну что, не так? Да. Ну как люди допускают такое? Почему молчат? Да, я понимаю, мы знаем массу примеров, когда тираны приходят к власти, нельзя ничего сказать. Мы это прекрасно знаем, поверьте. Когда против тирании ничего не скажешь. Но когда она зарождается, почему молчат?
Но опять мы же говорим о власти, это одно. А здесь о жизни, когда разговор идет. Одно дело, ну, политика, да Бог с ней, с той политикой. А когда Бога забирают, вот это страшно. Но тем не менее, это же было так. Знаете, такую тему мы зацепили с вами. Тяжелая тема на самом деле. Почему? Потому что, знаете, если посмотреть правде в глаза, что произошло, то единицы людей вот на сегодняшний день, они готовы исполнить то, что завещал пророк. Так же? А как остальные? А как же остальные? А люди, которые не исполнят волю, подчеркиваю, завещанную самим пророком и волю Аллаха, они обречены. Об этом говорил пророк. Прочитайте в Коране, прочитайте в хадисах, истинных хадисах. И вы это все увидите сами. Да, и слышали много раз. Но только ж каждый себя считает преданным. И в отношении, опять же, вот есть огромная группа людей в уме, которые отрицают вообще имама. Почему? Потому что он мешал. А знаете, из-за чего? Вот многое убрали. За приход имама Махди многое переделали, сделали такую сказку из этого. Хотя некоторые признаки, конечно, те, которые были слишком известны, они вынуждены были оставить. Но много было привнесено потом в хадисах, якобы от людей, которые там слышали от самого пророка. Но мы только что говорили, что сожгли, вот сжёг человек, который узурпировал власть и который просто изменил Коран. Он лишь обманывал пророка, клялся ему в верности и в том, что он принимает Аллаха. Но сам ему сколько раз он носил Тору, сколько раз он его выгонял. Пророк его Это, друзья, это исторические подтверждения. Да. Это я не от себя говорю. Но если говорить, то это был Умар ибн аль-Хаттаб, Очень уважаемый, очень уважаемый авторитетный человек. Да, он был язычником, но он дружил всю жизнь с иудеями, учился у них и ходил к ним на уроки в синагогу. И он хотел убить пророка и даже собрался в поход для того, чтобы Это его убить. исторический факт. То есть он хотел его убить, когда уже приблизился к нему. Да, Ведь не тогда, когда он его не знал, и просто как исповедующий другую религию, знаете, здесь конкурент, как-то на религиозном понимании он хотел просто убрать человека, которого не воспринимал. Нет. Он хотел его убить после того, когда клялся ему в преданности. Друзья мои, вам ничего это не напоминает? да. Но внезапно он принимает ислам и находится все время рядом с пророком. И здесь, конечно, возникает вопрос, почему человек так резко изменился, казалось бы. И есть по этому поводу такой хадис. Он принял ислам из алчных побуждений, поскольку услышал от иудеев, что они находят в Торе и других предшествующих писаниях указания на существующие события, в том числе предсказания о Мухаммаде и результатах его правления. Иудеи упомянули, что власть Мухаммада распространится над арабами, как власть Навуходоносора распространялась над Бану Израиль. И победа над арабами будет подобна победе Навуходоносора над Бану Израиль, за исключением того, что Навуходоносор был лжецом, а Мухаммад является пророком. И Умар поспешил к пророку произнести свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и принес присягу из алчных побуждений, желая получить власть, когда дела пророка наладятся. Когда же дела пророка наладились, они с группой лицемеров замыслили его убить, но Аллах разрушил их козни. Но это же правда. Это же исторические факты. Да, и получается, что он пришел к пророку, поклялся ему в своей верности, принял ислам при всех. Знаете, вот в истории по жизни он все время пытался находиться возле пророка. Он постоянно возле него пытался услужить, пытался быть нужным и необходимым. А пророк хороший человек был. Да не просто хороший, лучший из лучших. Видя и зная, он его не гнал.
Да. Умар не скрывал того, что он посещает синагогу все еще, несмотря на то, что он был мусульманином, он продолжал. После того, как он принял ислам, друзья мои. Да. Да, он посещал синагогу, учился у них. И вот так сам Умар рассказывает. «Я посещал иудеев в дни их уроков, которые проходят в синагоге, и они говорили мне: из твоих товарищей нет никого более ценного для нас, чем ты, потому что ты приходишь к нам». И вот это интересно, что они его хвалили как самого ценного для себя человека. Чем он был так ценен для них? А ответ знаешь где? Ответ в Коране, друзья. Да. Чем ценен был Умар для иудеев? Я простой пример приведу. Сколько раз в Коране упоминается пророк? Пророк упоминается всего 5 раз. 5 раз. А сколько раз Моисей, Авраам, ну и все прописанные в Торе? Моисей 136 раз, Авраам 69 раз, а Ной 43 раза. Ну вот это вот официальная информация. И знаете, что еще вот интересно? Ну это для думающих, понимающих. Когда идет прямая речь от пророка в Коране, то тут же Джабраила слова. идет сравнение с тем, что сказал там Моисей, Авраам, да. еще кто-то. Знаете, такая вот тут сглаживающая ситуация. Да, Что, не так разве? Абсолютно так. А знаете почему? Потому что Коран как раз и создавал как раз вот этот товарищ. Да, когда пророк вернулся домой, то халифом стал Абу Бакр, а Умар, он всячески помогал ему и был его советником. И в том числе… Но давай скажем так, Умар приложил массу усилий для того, чтобы как раз он и стал халифом. Да, конечно, это было с подачи Умара. Ему было очень выгодно, чтобы Конечно, Абу Бакр хотя стал должен был халифом. быть Али. Али. И это все знают, что должен был быть Али, ибо он единственный из его окружения был действительно предан пророку Мухаммеду. Да, да. Но здесь началась политика, закончилась истина. Да. Итак, Абу Бакр стал халифом, и Умар был советником при нем. И он всячески подталкивал его и убеждал его, что необходимо создать единый Коран, единый текст от посланника. Конечно. И Абу Бакр, он не очень хотел это делать, но Умар… А знаете всё-таки… почему? Потому что пророк говорил: слушайте, что я говорю, Да. и передавайте это другим, чтобы они передали другим. Так должно было быть. Это слова самого пророка. Он знал, что когда будет написан текст, все изменится. Коран изменят сразу же, после того, как он уйдет. Написал его на бумаге. Да. И как только его написали, его писали довольно долго. Потом, когда Умар стал халифом, его продолжали писать. И потом, когда Умар умер, уже после его смерти Коран Его кодифицировали. Да. Но Умар одновременно с тем, что он сказал, скажем так, написать Коран, он запрещал людям записывать хадисы пророка. Правильно. Не только сжигал то, что вы сказали. Он уничтожал те, что были написаны, и Да. те, кто помнили, он запрещал. И у него были его последователи, сподвижники, ну, его друзья, скажем так, которые писали их. И причем в таком количестве, что… Да, в огромном количестве. Есть одна история, скажем так, Абу Хурейра, он считается одним из самых известных передатчиков хадисов. И только Конечно, он больше всех написал. да, 5,5 хадисов написал. 5,5 хадисов. При этом он пробыл рядом с пророком сколько? Он принял ислам за 22 месяца до смерти пророка. 22 месяца. Меньше 2 лет. И 5,5 5,5 хадисов он он записал. То есть он должен был находиться, ну, скажем так, возле пророка вообще неотлучно, и пророк должен был ему говорить минимум по 8 хадисов в день, да? Да, совершенно Я точно. не нарушил математику? Совершенно точно. Да, абсолютно. Или же в выходные дни он должен был ему рассказывать там. Да, впечатляет. И это при всем при том, что Впечатляет. имам Али, который как раз-таки 30 лет был возле пророка, действительно, от него записано только 500 хадисов. И вот интересный еще момент про Абу Хурейра. Он сам признает себя сочинителем хадисов. То есть он не очень стеснялся. Знаете, сатана смеется над нами, и он в глаза нам говорит, что он лжец, он это признает.
Он не боится этого признавать, потому что мы все равно будем ему верить. Знаете почему? Потому что мы подлые, алчные. Потому что мы всего лишь игрушка в его руках. И он настолько уверен в своей власти над нами, что, смеясь, говорит нам в лицо это. И что? Разве что-то изменилось? Вот этот товарищ того же Умара, он, смеясь, говорит о том, что эти хадисы из мешка его. И они признаются как истинные, и им продолжают учить людей, ставя вровень вот этого человека с самим пророком. Да, совершенно так. И вот, скажем, Кааб Ахбар — это раввин, иудей, и он был не просто, скажем так, раввином и иудеем, он был главным раввином Аравийского полуострова. И он был большим, скажем так, другом и соратником Умара. Умар часто обращался к нему за советами, за помощью, за какими-то знаками, прибегал к каббалистическим гаданиям, которые ему давал Кааб Ахбар. И вместе с тем Кааб Ахбар считается одним из самых авторитетных толкователей Корана. Хотя Кааб никогда не видел пророка и не слышал его слова. И он принял ислам только после смерти пророка. И вот что... Да, и вот этим вот все сказано. Он якобы принял ислам. Да. Еще раз говорю, для тех, кто не услышал, якобы принял ислам. Да. Вам никого это не напоминает? Как один из людей, который христианство вел, в такой уровень государственности, перед самой смертью якобы принял христианство. Про уровень государственности это интересно. Ведь это что же при Умаре получается религия Сделали и государственным. государственное. Да, он сразу первое, что он начал делать, соединять государство и И 5 религию. столпов ислама — это тоже при Умаре? Это или нет? сын Умара, Сын? да. Хадис, который был передан сыном Умара. Да. Да, и вот если коснуться Абу Хурейра, которого многие защищают, то вот Кааб Ахбар, он говорил про него, что «я не видел никого из тех, кто не читал Тору, более знающего о ней, чем Абу Хурейра». Друзья мои, не поймите это превратно. Мы не против Торы, мы не против иудаизма или еще чего-то. Нет, друзья. Это просто взгляд со стороны. А то, знаете, скажут, что мы обвиняем евреев в том, что они взяли, вмешались в Коран там, или в христианство, или еще куда-то. Нет, друзья. Мы просто говорим по факту. Ислам, он кардинально, абсолютно кардинально отличается от иудаизма. То, о чем говорил пророк, это другое. Иудаизм создавался Бог знает когда, и он был рассчитан на потребительский формат для малой группы людей. И там им внушалось о том, что как себя вести, что делать. Давайте честно, разрешалось многое, попускалось. Главное — быть преданным самим себе и Богу ихнему. И все тогда будет тебе хорошо, и все тебе будет прощаться. И должны они жить были по особым правилам, все для них, а на мир не обращать внимания. Но время прошло. Пришло время то, в котором мы сейчас живем. И пророк, зная это, заведомо об этом начал заботиться. И поэтому то, что он привнес сюда, то, что он дал людям, оно было направлено на весь мир, для всех людей. Это о жизни, это о служении Аллаху, это другое. Это как раз против того, чтобы люди были, знаете, озабочены только собственным богатством или озабочены были только собственной группкой людей. Нет, он говорил о всем мире. Он говорил о том, что ислам должен быть во всем мире. Каждый человек должен был познать Аллаха. Это вот к чему он стремился. И каждый человек должен был обрести жизнь. И мир должен был измениться. Не должно было в этом мире быть ни власти, ни какого-то неравенства. Ведь об этом он говорил. Но случилось то, что случилось. Опять-таки интересы малых групп, их религия, она стала поперек будущего всего человечества. И я не обвиняю, я просто говорю, как на то время по факту это произошло. И это действительно так. Это все знают и все видят. Но те, кто хоть немножко, хотя бы чуть-чуть, коснулся истории.
Ведь так же? Да, абсолютно так. И то, что вы говорите про то, что очень сильно видна разница. Потому что каждый раз, когда Умар приносил Тору пророку, он это делал неоднократно и при свидетелях, то пророк говорил ему: «О люди, поистине мне даны все слова и завершения их, так довольствуйтесь мною. Я пришел к вам с тем, что является чистым и ясным. Так не впадайте же в заблуждение, и пусть те, кто впали в заблуждение, не собьют вас с пути». Он при всех называл его. Он предупреждал. Да. И сколько раз приносил вот этот человек ему Тору, каждый раз ее отвергал пророк. Потому что время ее прошло. Нужно думать о всем человечестве, а не только о малой группе людей. Понятно, что по их религии они обязаны заботиться о малой группе людей и об их интересах. И по их религии они должны властвовать над всем миром. Но новое время, оно говорит о том, что не должно быть власти у людей вообще друг над другом. Об этом говорил пророк. А есть одна власть у Аллаха над всеми. И только Ему все должны служить. Да. Но шайтан силен. И вот проблема в том, что люди как личности слабы. В то время, когда шайтан неимоверно силен. Но он силен лишь потому, что его люди наделяют этой силой. Потому что наша, знаете, вот это раболепие, жадность, весь негативизм наш, он стоит на вооружении у шайтана. То есть мы являемся его же оружием. Вот в чем проблема. И мы же это все творим. Прекрасно понимая и зная, что творит вот этот товарищ, который переделывал учение самого пророка, он его не уважал абсолютно. Он притворялся. Он был просто нужным инструментом в его руках, как бы так, пока он был. Вопрос, конечно, в другом. Я понимаю, вот у некоторых возникнет вопрос, почему пророк его не выгнал, ведь он видел и знал. Я вам отвечу, друзья. Я это понимаю, что будет такой вопрос. А почему Иисус Христос не выгнал Петра? Ответьте. Ведь Он знал, кто он. Сейчас для многих верующих христиан, я не хочу вас обидеть. Опять-таки, еще раз говорю. Потому что некоторые начнут возмущаться. Как это Петр, это ж основатель церкви и все остальное, это ж один из первых апостолов и лучших апостолов. Я понимаю, что вам так рассказали, а вы историю посмотрите. Просто посмотрите историю. Как оно было в действительности. Кто ценнее вам, если вы христиане? Иисус Христос, Бог или человек, узурпировавший власть? Правде в глаза гляньте. Почему? Потому что Иисус Христос, что пророк Мухаммед, они говорили: пойдете за людьми, с людьми останетесь. Они говорили: идите за мной. Идите за мной, и жизнь обретете. Пойдете за людьми, останетесь с ними. Что выбрали люди? Знаете почему? Потому что удобно. Потому что ваш бес в голове с этим согласен. Потому что он поддерживает другого большего беса. И все. Сделали из учения удобную религию, где ничего человеку делать не надо. Где он как марионетка, знаете, и все. И он уже заведомо спасен. Ведь что начали рассказывать? Иисус Христос, Он взял грехи за всех, и ты заведомо уже спасен. С какой радостью? С какой радостью? Вы еще, Игорь Михайлович, говорили, мы уже в прошлых передачах обсуждали этот момент про то, что при Иисусе люди общались все-таки, а уже когда образовалась религия, то люди были пассивно слушающими. И вы знаете, вот в истории с халифом Умаром мне тоже запомнился один момент, что когда был месяц Рамадан, и люди молились одной ночью, то он проходил мимо и увидел там, кто-то один молится, кто-то группой людей молится. И он говорит: вы знаете… А другие сидели, обсуждали. Да, ведь это было так же, как общение. при самом пророке. Да, да. Люди образовывали сообщество, круг, где кто-то молился, пробовал практику, другие делились своим опытом. Они познавали, они стремились на одном интересе. Да. Но это же неправильно. Неправильно. Почему? Как-то Так они люди, разъединены внешне. как управлять ими. Просто. Да, да, Все должны быть как в армии, солдаты. Должна быть жесткая иерархия, как в религии. да. И тогда он говорит: а почему бы не объединить их за одним чтецом?
И вы знаете, еще до вот того ключа, который возник в передачах, ну, возможно, бы ты не обратил внимания на этот хадис. Ну, логично, да? Логично. Ну, Вот почему бы и логично. нет, да. Вот смотрите, Объединить всех, с зачем эта позиции логики, разрозненность? как думает ваш бес в голове, то есть что рассказывает вам ваше сознание. Когда люди занимаются, вот группа людей, там, берем небольшое количество, но каждый занят своим. Одни обсуждают, другие там практикуют что-то, ну как-то оно неправильно, да? Ну действительно, не упорядочено, Да. не на месте все. А вот Не если, дисциплинировано. да, а вот если один читает, а остальные все молчат и внимают его слову, Объединены правильно. за одним. Да. да, вот это по-жречески. Жрец, якобы сам Бог через него вещает истину, которая прописана в книге, которая в руках у каждого из тех, кто за ним, кто наизусть это все знает, изо дня в день одно и то же, повторяя одни и те же слова. И там же они находятся и по сей день. Это было ключевое. Почему? Бог, Он живой. И вот здесь это как раз, знаете, я бы сказал так, это большая дубинка в колесо сатане во всех религиях. Иисус Христос говорил: Бог живой. Пророк Мухаммед говорил: Аллах живой. И этим все сказано. А сатана мертвый, заведомо мертвый. И все вот эти мертвые дисциплины призывают к повторению механических мертвых действий. И каждый живой внутри, он чувствует, что это не то. Что он делает, не дает ему жизни, не наполняет. Наполняет иллюзией, гордостью, самомнением, ненавистью к инакомыслящим, к чему угодно, но не наполняет любовью, не наполняет жизнью и не дает сил, таких сил, которые были у самого пророка Мухаммеда, чтобы истина шла через него. Этого не дает. Да. Но если говорить про вот еще, прошу прощения, возвращаясь к этому хадису, то, конечно, халифу Умару очень понравилось то, что он сделал, потому что в следующий раз, когда он увидел эту картину, он сказал: какое прекрасное нововведение. И вы знаете, это не единственное такое, скажем, нововведение, потому что хадж ежегодный. Да, в том виде, в котором мы знаем его сейчас, то есть против часовой стрелки, утвердил халиф Умар. И более Конечно. того, ежегодную церемонию хаджа возглавлял он сам, ведя за собой людей. И он первый, когда пришел туда, он сказал, что мы не пойдем по часовой стрелке. Смотрите, так ходят язычники. Они так ходили там много и много времени. Мы не пойдем так, как ходил пророк. Он ошибался. Мы пойдем против самого пророка. И он повел. Повел уму, повел людей против часовой стрелки. Разве не так, друзья? Вспомните, что говорил пророк. Его слова, которые записаны в Коране, и они не изменены. Это истинные его слова. Следуйте за мной и спасетесь. Поступайте так, как я. Да, поступайте так, как я. Идите за мной. Он сказал: я принес вам Коран, учение и свою жизнь как пример. Так вот, следуйте за мной, и вы спасетесь. И почему люди не последовали за ним, а пошли против него? И вы знаете, это далеко не первый случай. Это шаблонное действие системы. Простой пример. Знаете, далеко не будем ходить. Давайте возьмем православие. Да? Ведь в православии ходили, обходы совершали вокруг храмов традиционно по часовой стрелке. Хотя у католиков уже давно ходили против часовой стрелки, а православие очень долго держалось. Но появился один человек с большим бесом, с массой внутренних желаний, который захотел стать, я не знаю, кем он там, вселенским патриархом. Да, вселенским патриархом, чтобы вся вселенная ему подчинялась. И тут же к нему приехали жрецы и сказали, что нужно кое-что изменить. И первое, и не менее важно, повести весь народ не по часовой, как ходили, а против часовой. Плюс много еще чего изменить. Это и крестное знамение, и многое-многое другое. Чем закончилась вся эта история? Народ пошел
Возмущались многие. Да, Произошел да, да. раскол церкви. Много было противостояний. Но кто победил? Кто победил в людях? Истина или сатана? Простой вопрос. Вот вам ответ. Вы же сами это видите все. И сами это все знаете. Более того, вы сами так ходите. Да, это всего лишь ходьба, это не имеет никакого значения. Конечно, не имеет. Какое значение имеет? Идем мы за пророком или мы идем против него? Какое значение имеет, как восходит солнце и заходит? Или поменять все местами? Ничего не изменится. Простой вопрос. Изменится. Знаете, что изменится? Нас не будет. И так каждый раз, когда солнце начинает сходить с другой стороны. Вы знаете, Игорь Михайлович, когда ты понимала, как же так допустили, что знания исказились, то казалось, что это вопрос все таки такой последовательный, как испорченный телефон, что из уст в уста, по капельке, вот оно как-то Это так искажалось. целенаправленное действие. Целенаправленное действие, да. Оно происходит очень быстро и целенаправленно. Вот у многих может возникнуть вопрос, что а где же были остальные, а где же был Али и тому подобное. Давайте начнем это говорить правду, да? Во-первых, вот этот Умар, он обладал огромной поддержкой, ну, тех, у кого было много денег, давайте так скажем. Плюс у него было много сподвижников, и он работал над этим, которые были высокопоставлены среди умы, среди военных в первую очередь. А Али был открытый и честный человек. Да, были у него люди, была поддержка, но малочисленная. Как только начались возмущения, когда начались, ну я бы так сказал, противостояния, Умару начали предъявлять претензии, что ты делаешь, зачем ты лжешь. И об этом начали говорить люди. Знаете, что произошло? А я вам скажу, что произошло. Друзья Умара привезли тела мертвых людей, которые умерли от чумы. Фрагменты их одежды и тел были разбросаны среди торговых рядов. И началась чума, страшная чума. Это был далеко не первый случай использования биологического оружия. Но заметьте, умерла масса людей. Но он и его товарищи почему-то не умерли. Хотя они ходили к больным, они рисовались. По-другому не скажешь. Извините за такое сленговое слово. Рисовались. Действительно рисовались. Работали на публику. Что они ходят к больным, они посещают, Аллах их защищает и тому подобное. Но болезнь-то была страшная. Сколько людей погибло тут? Очень много. Практически треть. Да. И сразу после нее началась война, которую развязал Умар. Не было необходимости ни повода. Захватническая война. Он пошел не против там язычников или еще кого-то, он просто пошел грабить. Ему нужно было еще больше людей убить. А почему? Потому что как только спала волна с чумой, сразу возникли вопросы. Но война прекратила эти вопросы. И война была страшная и серьезная. После той войны начались мелкие войны. То есть, Междусобная, да. будучи предводителем, руководителем, он собрал большую армию, и начались внутренние войны. Он начал уничтожать всех, кто был против. Тех же последователей Али и многих других. Тех, кто знали истину, тех, кто шли за самим пророком. Это было жестоко, но это была правда. И чем закончилось потом, после войны? Искусственно созданный голод, который Умар создал. И люди начали думать о куске хлеба, о сегодняшнем дне. Они забыли. Они забыли за веру, они забыли за все, потому что они молились на Него, потому что Он давал им хлеб. Смотрите, как все просто. Ничего не напоминает, нет? Давайте вспомним времена становления Петра и Павла. Копнем историю, увидим. Скажите, как-то оно тогда вот. Такие параллели. Неприятно это все, честно неприятно. Почему? Потому что
Это показывает нашу человеческую слабость, насколько мы все-таки слабы, насколько мы подлые, насколько мы низкие. И знаете, простой вопрос, а может быть, действительно, пророк был прав, когда описывал последние времена и рассказывал о том, как все упадет и как все расколется. Но будучи пророком, он давал и надежду людям. Ну, опять-таки, знаете, надежда, которую он давал, он вынужден это был делать, он пророк. И он надеялся на то, что хватит среди мусульман преданных Аллаху и верных Ему людей, которые в последние дни этого мира, они примут правильное решение. И перестанут служить сатане, выгонят из себя шайтана и взглянут честно в глаза друг другу и восстановят Коран, восстановят истину и восстановят ислам во всем мире, спасут этот мир. Он на это надеялся. Это надежда, это смысл его существования. И если мы внимательно посмотрим, вот действительно внимательно, то многие его речи были направлены нам, сегодня живущим. Нам, мы все избранные сейчас. И вот к нам это было и направлено. Он говорил своим слушающим: вы не поймете то, что говорю вам сейчас. Это поймут потом. Это поймут те, кто будет жить последнее время, и от которых будет зависеть, останется этот мир таким, каким мы его знаем, или перестанет существовать. За это болело сердце у пророка. Он не хотел, чтобы мы все перестали существовать. В особенности последнее наставление пророка Мухаммеда, где он говорил, насколько важно именно вот это даже его наставление нести дальше, потому что поймут его только последние, донести до последних. И что было вот в этом последнем наставлении. И там же практически говорилось о очень важных вещах, о ценности жизни говорилось, о том, что люди равны, да, говорилось. Все, что Так и о есть. 8 основах Да. созидательного общества. Да. Хотела зачитать. Знаете, что каждый мусульманин — брат мусульманину, и что мусульмане — исключительно единое братство. Помните, однажды вы предстанете перед Богом и ответите за ваши деяния. Так будьте же осторожны, не сходите с пути благочестия после моего ухода. О люди, не будет после меня пророка или апостола, не возникнет ни одной новой религии. Поэтому внимайте мне, о люди, и вникайте в слова, которые я передаю вам. Я оставляю вам две вещи — Коран и мой пример. И если вы последуете им, то никогда не собьетесь. Все те, кто слушает меня, должны передать мои слова другим, а те следующим. И последние поймут мои слова лучше, чем те, кто слушает меня теперь. О Аллах, будь моим свидетелем, что я передал Твое сообщение Твоему народу. Аллах свидетельствует, что Он передал. Но услышали ли мы? Ведь мы последние. Сможем ли мы понять Его слова? Вот в чем вопрос. И это зависит от каждого из нас, друзья. Тоже интересный момент был такой, у пророка спрашивали, а кто лучший по чистоте веры? Важно то, что в последнем своем наставлении пророк обращался к людям и к тем, кто его слушал, не как «О верующие, послушайте меня» или «О мусульмане, послушайте меня», а «Люди, послушайте меня». А он Ко всем. до этого Ко всем. Ко всем, да, абсолютно. И вот еще интересный момент касательно того, почему людям нужно передавать друг другу. Вот по этому поводу есть очень интересный хадис. Передается, что пророк, мир ему, спросил у своих сподвижников: кто из творений самые удивительные для вас своим иманом, то есть чистотой своей веры? И они сказали: может быть, ангелы? Пророк сказал: как ангелы могут не уверовать, когда они перед своим Господом? Тогда сподвижники сказали: пророки. И пророк сказал: как они не будут веровать, когда им не спосылается откровение? Сподвижники сказали: сподвижники? И пророк сказал: как же вы не уверуете, когда я между вами? И сподвижники спросили: ну тогда кто же? А пророк сказал: люди, которые будут после вас, и которые найдут свитки, то есть знания, и уверуют в то, что записано в них. Ага.
Игорь Михайлович, ну, я просто в дополнение к Тае хотела бы тоже зачитать один хадис, где есть вещи, которые непонятны человеку, который впервые слышит и не может разобраться вот с этими ассоциациями. «Наступит время, когда износится суна моя, как изнашивается одежда на теле, и появится скверное нововведение. Тот, кто будет придерживаться суны моей, станет подобен чужестранцу и останется в одиночестве. Ну а тот, кто последует за нововведением, найдет 50 друзей или еще больше». И вот люди спросили как-то: «О посланник Аллаха, а будет ли после нас кто-то лучше?» И он говорит: «Конечно. Они увидят тебя, о посланник Аллаха? Нет. Будет ли им нисходить откровение? Нет. А каково будет их положение в то время? Подобно соли в воде будут растворяться их сердца. Как же они будут жить в то время? Как черви в уксусе. Как они будут сохранять религию свою? Как горящий уголь в руке. Бросишь — потухнет, удержишь — сожжешь руку». И вот эти моменты относительно того, каково будет вот этим людям в то время, в которое они будут жить. Ну вот первый момент. Каково будет их положение в то время? Подобно соли в воде будут растворяться их сердца. Как это понимать? Наполнять смыслом этот мир. Вы представьте, если мы уберем соль из воды хотя бы этого мира. Что будет с этим миром? Разве он останется? Нет. А если мы уберем соль из земли, разве этот мир останется? Нет. А так говорил Иисус Христос. Да, вы соль земли, про верующих. Если мы возьмем соль и растворим в воде, то внешне она ничем не отличается. Она отличается лишь на вкус. Но вкус ее становится подобен вкусу нашей крови. Соль — это очень важный элемент для нашего здоровья, вообще для жизни. И достаточно одной ложки для того, чтобы изменить свойства вообще всей вот этой вот… Одной крупинки Да-да-да. соли достаточно, чтобы изменить свойства целого стакана. Да? Разве не так? Да. То есть из воды, дающей жизнь, она становится еще и очень полезной для организма. Ведь это электролит. Проводящая Ну, конечно. субстанция. Конечно. Как раз-таки. Игорь Михайлович, хорошо, а вот этот момент, как же они будут жить в то время, как черви в уксусе? Ну, если по первому случаю люди становились, как ты сказала, проводниками знаний, растворяясь среди людей, да, давая им жизнь и здоровье, то здесь сами они будут находиться в не очень хороших условиях, как черви в уксусе. Ну, проэкспериментируйте. Уксус разъедает. Агрессивная среда. Совершенно правильно. Будут находиться в агрессивной среде. Ну, разве это не так? Но опять-таки это временное явление. Знаете, уксус, он быстро выветривается и становится водой. А на вопрос, как они будут сохранять свою религию, ответ был следующий: как горящий уголь в руке, бросишь — потухнет, удержишь — сожжешь руку. А как же? Если бросить, все потухнет. А держать крайне тяжело. Приходится со многим мириться. Но весь смысл еще, знаете в чем? Это старый обряд друзей. Когда собирались друзья в круг и брали горящий уголь и передавали быстро друг другу. И вот когда мы быстро друг другу передаем, то есть я тебе подаю, а ты у меня берешь и передаешь другому. И вот когда это происходит все быстро, никто не обжигается. А если ты его начнешь держать или у тебя не берут, то он начинает жечь руку. А знаете, откуда этот обряд? Нет. Это еще с более древней религии. Зороастризма, да. А вот про то, что нужно очень быстро передавать, вы говорили. Просто есть хадис очень интересный, что людям завидовать-то нельзя, но есть два качества у людей, которым завидовать в принципе можно, в хорошем таком плане, что является примером. Первое — это те люди, которым Аллах даровал мудрость, которые сами поступают согласно этой мудрости и передают эту мудрость дальше. И второй момент — это когда Аллах даровал людям, скажем, там, богатство, имущество и тому подобное, и они это богатство вкладывают это на пути Аллаха в должное. То есть вот так это говорится. И вы знаете еще, Игорь Михайлович, что мне запомнился один момент, который я бы хотела зачитать и поделиться с нашими зрителями, что кого Аллах любит больше всего. Друзья мои, вот скажите, пожалуйста, кого Аллах любит больше всего? Ответьте. Не слушайте сознание, которое скажет, что точно не вас или точно вас.
Смотрите шире на этот вопрос. А Скорее теперь всего, ответ читаем. будет неожиданным. Не знаю, у многих ли совпадет. Из всех своих рабов Аллах Всевышний больше всего любит тех, кто наблюдает за солнцем и луной, кто становится причиной того, что Аллах Всевышний начинает любить других рабов, кто пробуждает любовь к Аллаху в других людях. Да. И я скажу так, и я вас люблю, аллатровцы. Это очень взаимно. Спасибо. Игорь Михайлович, ну вы знаете, относительно Солнца и Луны очень много есть в исламе, и не без искажений, скажем так, как и в принципе и в хадисах, и в Коране. Но вот есть один момент, когда произошло солнечное затмение незадолго до смерти пророка. И это произошло в тот момент, когда умер его младший сын. И все люди, естественно, взволновались, они начали думать, что, возможно, это солнечное затмение как-то связано, что это плохой знак. И тогда произошла вот эта общая молитва людей. Очень долго молился пророк Мухаммед, практически, когда он уже вышел, то солнечное затмение уже закончилось. И тогда он обратился к людям и сказал следующее. «Истина, солнце и луна из знамений Аллаха. Оба эти светила затмеваются не из-за того, что кто-то умер или родился. И когда вы увидите их оба, то произносите такбиры». Такбиры — это возвеличивание Аллаха, и это употребляется как знак радости, я бы даже сказала. «Зовите Аллаха и раздавайте милостыню». Еще он сказал следующее, что «если бы вы знали, что знаю я, то плакали бы вы много и смеялись бы мало. Довел ли я?» Пророк прекрасно понимал о том, какие события будут происходить и какие сценарии развития событий возможны. Когда придет имам Махди, может быть, два сценария развития событий. Один из сценариев развития событий, если люди скажут, что нам никто не нужен из семейства Мухаммеда. Да. В случае, если невежды среди вас скажут, Аллаху не нужна семья Мухаммада, то в таком случае Махди выйдет из сокрытия, и тогда он придет, как пронзающая падающая звезда, и наполнит этот мир справедливостью. И вот тут пронзающая Это падающая худший звезда. сценарий. Пророк Не говорил, надо. что да. И пророк говорил о том, что если вы не примете Махди, то это тоже самое равносильно тому, что вы не принимаете меня. Но есть и другой сценарий. Это сценарий, когда люди узнают Махди. И И здесь таким образом не два, а три сценария. Пророк рассказывал о 3 сценариях. Но многие в действительности говорят о 2. да, да. Вот первый сценарий, только что Тая зачитала, это худший вариант. Второй сценарий, по которому люди узнают и примут Махди. И тогда сказано, что Махди победил страх, и он не знает поражений. Земля раскроет перед ним свои богатства. Его власть охватит как Восток, так и Запад. Господь посредством его явит человечеству свою религию, несмотря на недовольство безбожников. На земле не останется места, которое не было бы благоустроено. И вот тут про благоустроено. Но за власть я не согласен. Он вернет власть людям. Да, и сказано в хадисах, что как раз люди восстанут, и они создадут условия для того, чтобы Махди Конечно. создал свое государство. Но вот как раз переделка и толкование вольное слов самого пророка, оно привело к тому, что вместо того, что он будет способствовать тому, что люди вернут власть себе и мир изменится. Это да. Но то, что он возьмет власть и будет править кем-то, это ложно. Это пророк не говорил, то люди придумали. Те, кто сами озабочены властью, которые хотели бы править 7 лет, 9 лет, а еще лучше 40 лет, то не о себе говорили, о своих мечтах и желаниях, но не о Махди. Да, действительно. И вот сказано, что «а как же мне ожидать Махди?» И вот знаете, здесь такой интересный момент, что существует такое мнение, что лучшее, что ты можешь сделать перед приходом Махди, это просто его ожидать. И люди так и толкуют, что нужно сидеть, ничего не делать, и Махди придет и сделает Сам. всё. Да, Сам придет и все Да, сделает. сам придет и все сделает. Без Но- Все участия изменит, людей. но сделает для вас, да, Да. для людей. Дождались. Дождались, главное. Верные. Подождите, а в чем же ж тогда заслуга человека? И в чем же это лучшее, что ты можешь сделать? То есть ничего не делая. Да. Ну, как-то оно
Да, ну, если смотреть немножко глубже, то можно увидеть, что от людей ожидается, что они будут активно действовать, причем как в духовном плане, так и, скажем так, во внешнем своими делами материальными. Если говорить о внешнем, то сказано было, что ума должна быть объединенной как единое сердце, как единый организм, готовая к решению глобальных задач, которые будут поставлены. А если говорить про духовное, то здесь очень трогает вот такой хадис: когда появится Махди, Аллах заставит верующих проявить такую силу зрения и слуха, что Махди воззовет ко всему миру оттуда, где он находится, без участия почтальона или вестника. И они услышат и даже увидят его. То есть И как это узнать действительно Махди так. еще очень важно. Услышат и увидят, но лишь некоторые узнают. Почему? Потому что Махди, знаете, я бы это отнес все-таки к другому миру. Все-таки это, знаете, то, что нужно видеть не земными глазами, а внутренним своим духовным взором. Но он есть лишь у тех, кто действительно любит Аллаха, кто действительно служит и кто действительно любит пророка и верен ему. У тех, да, у тех есть и духовное зрение, и те услышат и увидят и Махди, и его зов, и многое другое. Но опять люди-то ждут, что придет некий человек с определенными характеристиками, за них все сделает, всех победит, будет воевать. То есть наделяют Махди воинственной функцией. Ну так же ж? да. Что он должен воевать, он должен завоевывать, и он должен у всех богатых забрать, а бедным отдать. Слава Богу, не под проценты. Понимаешь? Ну не под проценты, да, это все-таки как-то они сдержались, когда это описывали. Вот, Вспомнили вспомнили, прощальную что речь пророка, где он говорил, запретил, что не нужно да, этого. ростовщичество. Да. Вы знаете, это очень важно, потому что, по сути, пророк доносил все время своим верующим, ну, как мне кажется, две глобальные мысли. Первое и самое важное, что они должны расти внутренне и духовно, что они должны развивать вот это внутреннее духовное видение для того, чтобы в момент, когда они будут жить в те времена, когда придет имам Махди, они смогли его узнать именно по этому критерию, по критерию духовного видения. И второй очень важный момент, который касается внешней жизни каждого мусульманина, это то, что они должны быть как единый кулак, должны быть объединены, должны быть единым таким сообществом, о котором ему мечтал пророк. И еще знаешь, что самое важное, что упускают все? Ведь последние времена как раз и были названы пророком временами Махди. Да? Если мы возьмем другие религии, ну, допустим, христианство, последние времена, времена кого? Утешителя. Ну, если мы так будем уходить к другим пророкам, мы будем видеть то же самое. Да? Скажем, эпитеты разные, суть одна. Времена последние такие. И вот самое забавное, я думаю, где-то осталось, и друзья это смогут найти и подтвердить то, что я вам скажу. Пророк Мухаммед говорил, что в последние времена, времена имама Махди, люди будут умирать. Ну, как только он пришел, он скрытый, не скрытый, он пришел, он в этом миру. Видят его, не видят, но он есть. И он со всеми общается. Важный момент. Он со всеми общается. И в это время будут люди умирать. Кто-то раньше, кто-то позже. Ну, еще до того момента, когда, скажем, люди построят созидательное общество, ну, а пророк говорил, когда восторжествует ислам во всем мире, неважно. Или пока настанет апокалипсис, судный день и тому подобное. Так вот, самое интересное в том, что он говорил, во времена имама Махди, когда люди будут умирать, Аллах их будет встречать и спрашивать, что о пророке Мухаммеде сказал тебе имам Махди. И от этого будет зависеть, где будет человек. Рядом с пророком в мире Аллаха или в аду с двойным наказанием. Вот это самое забавное. Очень интересно. Да. И это правда.
Но что значит сказал тебе? Ведь он должен сказать, исходя вот из этого, что он должен сказать каждому тогда получается, Да. да? Мгм. И самое интересное, а в самом пророке Мухаммеде должен сказать что-то каждому. Что-то, что каждый услышит. Еще, знаете, про людей, которые узнают Махди, сказано так, что они те, кто познали Аллаха наилучшим познанием. Да. Это те, кто смогут их Аллаха узнать. наилучшим познанием — это именно духовное восприятие через любое. Другого нету пути. А другое — это опять-таки через буквы на бумаге. Разве познал? Прочитал, но не знаешь. Скажем так, если я почитаю за какой-то город, даже фильм посмотрю за тот город, разве буду я знать что-то? Нет, друг мой. Для того, чтобы познать, надо поехать и посмотреть. Так же и Аллах. Для того, чтобы его познать, его надо полюбить. Надо быть достойным того, чтобы хотя бы соприкоснуться с тем миром. В этом смысл. Да, и пророк в помощь, скажем, оставил молитву, которую рекомендовано читать, когда имам Махди будет находиться в сокрытии, для того, чтобы это помогло людям его узнать. Если можно, я зачитаю. Интересно. «О Аллах, дай мне познать Тебя, ибо если мне не познать Тебя, как мне познать Твоего посланника? О Аллах, дай мне познать Твоего посланника, ибо если не познать мне его, как познать мне назначенного Тобой имама? О Аллах, дай познать мне назначенного Тобой имама, ибо если не познать мне его, я впаду в заблуждение и отойду от Твоей религии. О тот, кто обращает сердца, сделай так, чтобы мое сердце было обращено лишь к Тебе». Здорово. Хорошая молитва. А еще очень важно, мне кажется, здесь, что еще раз прослеживается нить того, что тот человек, кто признает Махди, это как бы равносильно и равнозначно тому, что ты признаешь пророка. Признаю. Или же наоборот. И вот интересный и очень важный момент, что однажды пророк сказал, что во время вот этой молитвы общей большой, что он увидел то, чего не видел раньше, что он видел рай и ад. И если можно, я зачитаю этот момент. На этом месте я только что увидел все то, что мне не было показано раньше, в том числе рай и ад. И мне было ниспослано откровение о том, что в своих могилах вы подвергнетесь испытанию, подобному или близкому к тому испытанию Масиха Даджала. Каждому из вас придут и спросят, что ты знаешь об этом человеке, и верующий или убежденный ответит: это Мухаммад, посланник Аллаха, который пришел к нам с явными доказательствами и руководством, а мы ответили ему, уверовали и последовали за ним. После чего ангелы скажут ему: «Спи, будучи праведным, ибо мы знали, что ты веровал в Него». А что же касается лицемера или сомневающегося, то он скажет: «Я не знаю. Я только слышал, как люди говорили что-то, и говорил то же самое». Друзья мои, вот это, вот что сейчас Татьяна прочитала, это когда-то до того, как к этому приложил руку свою Умар, звучало так, как я перед этим рассказал. О, Никогда пророк не сказал бы такого. Даже, знаете, я вам скажу по обычным ключевым фразам, и вы, как умные, думающие люди, вы должны будете это понять. Первое — ангелы не спят. Второе — попадающие в рай, они не остаются в могилах. Те, кто верны Аллаху и пророку, они не остаются в могилах. Третье — этого не знает лишь тот, кто служит сатане. И здесь четко видно стилистика, которая была переделана. И здесь есть один ключевой момент, на котором Умар, будучи не глупым человеком, но рабом шайтана, просто допустил ошибку, даже не зная о том, как ведут себя живые. А пророк знал, пророк живой. А тот мертвый раб. Он сказал: Какой прочитай важный еще зеркало. раз.
Конец. После чего ангелы скажут: «Спи, будучи праведным, ибо мы знали, что ты веровал в Него». Это все равно, что человек праведный всю жизнь искренне служил Аллаху, шел по стопам самого пророка. И после того, когда настал момент, к нему пришли ангелы, посланные Аллахом или от самого пророка, и говорят: ты молодец, спи в своей могиле, ты заслужил смерти. Вы представляете, какая глупость? И такой глупости много. И по этим глупостям даже человек, будучи ученым, может найти зерно, а может увидеть и плевелы. Но если человек держит в руках ключи и сам духовно работает над собой, то ложь видна везде. Даже если человек и не ученый. А самая большая ученость, знаете, это что? Самая большая ученость. И об этом говорили все, кстати. Мудрость Божья. А что такое мудрость Божья? Знать Бога, любить Его. любить, Вот, любить любовь Бога. Божья, да. Это самое-самое большое. Любовь Божья. Ибо все наши знания, которые мы накапливаем здесь, они остаются вместе с нашим сознанием. Почему? Потому что, попадая человек в мир духовный, он познает то, что неведомо шайтану. То есть гораздо больше. Он знает все. И ему опыт и практика, которые здесь накопил и кажутся ценными, это ничто. И если сравнивать, то не с чем. Даже если я скажу, что представьте маленькую-маленькую песчинку, самую маленькую песчинку, которую вы можете найти на этой планете, и сравните ее со Вселенной, то Вселенная — это будут те знания, которые ты получишь в мире духовном. А самая большая твоя ученость, которую может постичь человек в этом мире, вот оно подобно вот этой самой маленькой песчинке, которую возможно только найти на этой планете. То я ошибусь, если сравню так. Потому что эта песчинка, она будет огромной. Ничто. Самые большие наши знания и познания, которые мы можем здесь обрести по сравнению с тем, что получает человек, становясь ангелом в мире духовном. Ничто. Все, что здесь, оно смертно. А смертно оно не может обладать истиной. А истина — это то, что все создает. В этом смысл. А Создателю ведомо все. И вот поэтому считается, что Бог знает все. И поэтому говорят, что пришедший от Бога должен знать все языки, математики, ошибки, все запятые, которые люди понаделали. Подождите, простой вопрос. А кто понаделал этих ошибок, расставляя запятые? Люди. В каком мире? В мире смертном. А разве в мире духовном, скажем, человек должен изучать мир смертный? Простой вопрос. Ведь это дела мертвых, а не живых. И в этом ключевой ответ. Когда пытались тому же пророку Мухаммеду задавать сложные вопросы, его же братья, когда он пришел, впервые начал рассказывать о том, что с ним случилось, какие знания к нему приносит Джабраил, что происходит с ним, какие метаморфозы. Они с него посмеялись и сказали: если ты такой, то расскажи что-то на других языках. Правильно? Так же самое издеваться пытались и над Иисусом Христом, да над всеми. Шайтан разделил единый язык на множество, и этим демонстрировал свою ученость. Разделяй и властвуй. Принцип шайтана. Если мы даже вернемся к тому же Петру, к тому же Умару, что они делали? Первое, что они начинали делать, это разделять. Для чего? Для того, чтобы укрепить собственную власть. И к чему это привело? Все изменили,
насколько могли. И в действительности вот жадность одного человека, знаете, такая вот гордыня, ненасытность, оно обрекло все человечество на многие столетия существования в потребительском формате. Вот если бы были верны все, кто слышал пророка, были бы настолько верны, как Али, мы бы жили в другом мире. Это был бы прекрасный мир. Тогда им Махди здесь делать нечего было. Разве что, знаете, прийти, чтобы порадоваться вместе со всеми. Тогда есть смысл. А какой смысл от того, что ему сейчас приходить, скажите? Разве что явиться, как в первом варианте, за то, что заслужили. Ну, есть и другие. Есть и те, которые, как говорил пророк, Слышат зов. да, и держат в своих руках и солнце, и луну, и в своих сердцах любовь Аллаха. А ради них этого не произошло. А что произойдет дальше? Выбор людей. Все зависит от каждого из нас. Будущее, друзья, создаем мы. Мы в свободном выборе. Или же за нас решает шайтан. И вот мы выбираем, каким будет будущее. Таким, как его приписывает нам шайтан, или таким, каким хотим мы его создать сами. То будущее, которое мы оставим своим детям. Что хорошего в том будущем, которое нас ждет сейчас по сценарию шайтана? Скажите, пожалуйста. Ну, некоторые скажут, все хорошо, даже у мусульман. Ведь многие страны сейчас расцветают, да? А я вам скажу, что очень скоро мы увидим закат того, кто вознесся в небо. Мы увидим, как рушится то, что они строили, как ихняя гордыня сойдет на нет, как они будут рады даже простому месту в самом дешевом автобусе после того, как вылезут из своих Роллс-Ройсов. И это мы увидим. Ну что же говорить о другом? Но может произойти и другое. И все опять-таки зависит от нас. Когда тот же блеск и та же красота распространится по всему миру. И все от нас зависит. Будем ли мы эгоистами? Будем ли мы достойны того, чтобы услышать и увидеть, и узнать того, кого послал Аллах по просьбе самого пророка. Ведь пророк, заботясь о вас, заботясь о ваших детях, заботясь об этом мире, еще при жизни заботясь, он упрашивал Аллаха о снисхождении. Он говорил, что шайтан силен, но и люди, они достойны. И ведь в людях есть любовь. И люди могут. Но шайтан силен. И он пребывал в молитвах, о просьбах, о всем человечестве. Уйму времени. И ведь за себя он не просил никогда. Только одно. Но все-то, каждый раз ложась спать, чтобы быть среди достойных. Это все, что просил он для себя. И он сейчас достойнейший из достойнейших. Он рядом с Аллахом. И он ждет каждого из нас там. Каждого. И тебя, мой друг. Ну, все зависит лишь от тебя. Готов ли ты к этому или нет? Каждый скажет, что готов. Но кто в нем скажет? И в этом смысл. Вы знаете, Игорь Михайлович, сейчас такой период и такое время, когда каждый должен взять на себя ответственность, потому что ответственность за безответственность, мы уже понимаем, что это очень серьезное испытание будет для людей. И вы знаете, хочется просто как-то от души просто призвать нас всех к объединению. Давайте объединяться, давайте чувствовать мир Божий, и давайте исполним мечту пророка Мухаммеда. Давайте будем теми, кто идет за пророком, теми, кто идет за Махди,
теми, кто слышит вот этот зов истины, и будет теми людьми, кто вместе с имамом Махди построит новый мир, очистит истину, и разовьется новый интересный сценарий, о котором нам пока что не рассказали. Поэтому хотелось бы очень увидеть новый мир. Мир полон любви, равенства, мир братства. Давайте объединяться. Давайте для начала хотя бы научимся любить друг друга. Да? Да. Так что, друзья мои, спасибо, что были с нами. Извините за такую передачу. Знаете, всему приходит время. А иногда приходит время говорить правду. Даже ту, которую все и так знают, но озвучивают ее лишь про себя или в узком кругу. Шайтан силен. Но разве может быть кто-то сильнее Аллаха? Так что, друзья, давайте начнем с того, что научимся любить друг друга. Правильно? Спасибо. Спасибо вам, Игорь Михайлович, большое. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы есть. Спасибо.